Но вопрос. Кто знает Михаила Ефремовича Николаева? Поднимите руки. Нет, а почему так мало знает-то? Ким билери, вас таки президент Михаил Ефремович Николаев Тунан. Но все должны знать. Ага. Ну вот вопрос, почему сегодня мы проводим разговор о важном, разговор о Михаиле Ефремовиче Николаеве? Кто знает? Это? Так как он выдвинул предложение построить МАН, так скажем. Он создатель МАНа, да? Но самое главное то, что послезавтра, 4 августа, исполнится год, как его нет с нами, как он ушел от нас, да? Поэтому мы будем сегодня обсуждать, но я вам буду рассказывать. И если у вас будут вопросы, можете задавать сразу, да, чтобы это не было, например, чисто как лекция. Вот. И я записываю свою лекцию на видео, потому что у меня есть YouTube канал, у меня 12,5 тысяч подписчиков в YouTube канале. У меня 9,5 тысяч подписчиков в ВКонтакте, около 4,5 тысяч подписчиков в Одноклассниках. Ну вот, остальные социальные сети, к сожалению, у нас запрещены. Вот, и в Телеграме, к сожалению, у меня не пошло. У меня всего 100 подписчиков, 101 даже. Но этот самый... Малой академии наук я веду госпаблик в ВКонтакте. У нас 840 подписчиков, там называется ГАНУ РЦ Малая академия наук. 840 подписчиков, и в Телеграме тоже называется ГАНУ РЦ Малая академия наук, там 240 подписчиков. Ну, немного, но все равно как бы начало есть. Ага. Вот, и выложу запись сегодняшней нашей встречи в своем канале YouTube и ВК-видео сообщества Малой академии наук. Вот, Михаил Ефремович Николаев родился здесь, в селе Чапаево, вот где стоит церковь. Вот недалеко от церкви есть здание старой больницы, где он родился. Вот на территории Актемского лицея есть дом, где он родился. Вот. И он закончил ветеринарный институт. Вот. И после возвращения на родину, в Якутии, он работал ветеринаром в Жиганском Улусе. Был замечен как общественник, и его выдвинули на общественную работу, на комсомольскую работу, и потом он перешел на партийную работу и закончил в 1971 году высшую партийную школу при ЦК КПСС. То есть он имел самое высокое политологическое образование при советской власти. Вот, но работал в правительстве, министром сельского хозяйства, был секретарем обкома, и в декабре 1989 года был избран председателем Президиума Верховного Совета Якутской автономной Советской Социалистической Республики. То есть это было начало новой эпохи. Вот. И 20 декабря 1991 года избран первым президентом республики, но получив 76,7% избирателей. Вот, но я познакомился с Михаилом Ефремовичем в 1991 году, после его визита в Японию в декабре 1990 года. Он после возвращения из Японии сказал найти людей, которые говорят по-японски. И так получилось, что в то время в республике было всего 3 человека, которые говорили на японском языке. Так, пожалуйста. Это мой дядя
Анатолий Яковлев. Да, Был вот когда-то. Анатолий Яковлев, экономист, международник, он закончил МГУ. Институт стран Азии, Африки Московского государственного университета. Это был Дмитрий Оконечников, который закончил японское отделение Дальневосточного государственного университета. И это был я, Николай Барамыгин, который самостоятельно выучил японский язык. Сейчас это невозможно, потому что сейчас более 20 лет в нашем университете работает кафедра, несколько сот человек знают японский язык. И поэтому самостоятельно выучить японский, это уже не является преимуществом для вас. Да? Но вы можете что-то самостоятельно выучить, то, что не преподается сейчас. Да? И на базе вот этого умения, да, получить какие-то преимущества. То есть, если бы я сам не выучил японский язык, да, то у меня была бы совершенно другая судьба. Вот, и по рекомендации Михаила Ефимовича Николаева я был избран генеральным директором Внешнеэкономической ассоциации Саха-японского сотрудничества. Здесь, в Якутске, мы создали, и тогда вот уставы внешнеэкономических ассоциаций подписывал лично министр внешнеэкономических связей Советского Союза в Москве. Вот, и я тогда был очень молодой, мне было 26 лет, был очень активный, и как-то в Москве я познакомился с помощником министра Советского Союза, вот, как-то прошел в министерство, познакомился, и он меня спрашивает, говорит, и сколько же вы, говорит, якуты получаете от алмазов? Я говорю, Якутия не получает от добычи алмазов ничего. 0 рублей, 0 копеек. Вы знали об этом? Да. Что при советской власти Якутия не получала ничего от добычи алмазов. Вот. Он так удивился. Говорит, даже, говорит, в Африке неграм 50% дают. Я говорю, ну мы же не негры, мы якуты, говорю, нам ничего не дают. Ага, и он тогда этот самый обещал помочь и подписал у министра, и Анатолий Яковлев, он тогда работал в Москве, в японской компании, он забрал эти документы и отправил их в Якутск, и получилось, что мы где-то за месяц зарегистрировались. И только зарегистрировались, вот, в апреле 91 года Михаил Ефимович направил меня в командировку в Японию, и сам он туда прилетел вместе с Горбачевым. Он участвовал на встрече с императором Японии, там, с премьер-министром Японии и так далее. И у него было свободное время, которое мы с Василием Моисеевичем Ефимовым заполняли. Ну, там, делаем ему программу в Токио. Вот, и сразу главное, да, вот, по моему мнению, главными достижениями Михаила Ефимовича Николаева является то, что он создал ту структуру власти, в которой вы живете. Вот та структура республики, которая сейчас существует, она была создана при его непосредственном участии, при его непосредственном руководстве. Вот. И в 90-м году было провозглашение государственного суверенитета республики в составе Российской Федерации. То есть Михаил Ефимович Николаев никогда не мыслил республику вне Федерации, вне России. Вот. И была принята новая конституция Республики Саха-Якутия в 1992 году, по которой мы живем и сейчас. Вот. И также Михаил Ефимович установил хорошие, такие добрые отношения с Борисом Николаевичем Ельциным, президентом России, и смог добиться больших льгот для республики. Вот все имущество, находящееся на территории республики, было признано имуществом
Республики Саха-Якутия. И это во многом помогло населению пережить вот тяжелые 90-е годы. И также огромная роль Михаила Ефимовича в том, что подписание федеративного договора прошло спокойно, потому что Михаил Ефимович первым из руководителей республик подписал федеративный договор. И он смог за полчаса до подписания зайти к Ельцину и подписать ряд документов, которые давали определенные льготы, определенное имущество вот республике Саха-Якутия. То есть это был огромный политический талант Михаила Ефимовича пользоваться моментом, и он его использовал полностью. И я считаю, да, что вот самым главным достижением Михаила Ефимовича было то, что была создана вот компания «Алмазы России Саха». Она в 90-е годы давала до 70% всех доходов бюджета республики. То есть вся республика жила за счет алмазной компании. До сих пор живет. То есть, представляете, с 92 года, 32 года вот, население республики живет благодаря решению Михаила Ефимовича. Вот эта долгосрочность его решений, да, она поражает. То есть, вот как он мог видеть в таком долгосрочном плане. То есть, не какими-то краткими, да, какими-то там достижениями, один раз вырвал деньги и все, да. Но хотя, этот самый, я вам скажу, что вот в 91 году бюджет республики составлял порядка 600 миллионов рублей, да? А Михаил Ефимович поехал на встречу с Горбачевым и вырвал у Горбачева 1,5 миллиарда рублей. То есть бюджет республики с 600 миллиардов вырос до 600 миллионов вырос до 2 миллиардов 100 миллионов. Это было ну, такое время, которое вы не сможете пережить. То есть это когда люди, которые всю жизнь были бедными, вдруг получили огромные деньги. То есть это было нечто. То есть это вот я желаю вам, конечно, чтобы вы пережили такое, но это будет сложно повторить. Вот и здесь цена нефти. Ну как вы знаете, Россия до сих пор очень сильно зависит от экспорта энергоносителей, экспорта нефти, газа, вот, нефтепродуктов, угля. Вот, и эти цены в основном коррелируются с ценой на нефть. И вот вы видите, что все 90-е годы цена на нефть была очень низкая. Вот, посмотрите, да, 91 год вот более-менее высокая была, потом 92-й начал падать, потом 98-й, 99-й был минимум. Это были очень трудные годы. И тогда вот Нерюнгри сейчас переживает достаточно сложное время, очень много народу уехало. Тогда тоже в 90-е годы было не сладко, но Михаил Ефимович за счет алмазных денег ежегодно выделял до 150 миллионов долларов Якутуглю, чтобы работники Якутугля получали зарплату стабильно, чтобы развитие компании шло стабильно, чтобы оно могло закупать импортное оборудование. То есть это за счет алмазных денег. Потом в нефтегазовой отрасли тоже Михаил Ефимович построил первый нефтепровод в республике, вот, работал по поиску месторождений, финансировал. Вот, и благодаря финансированию республики были открыты крупные газовые месторождения, благодаря которым построена сила Сибири. Вот, в золотодобывающей промышленности там цена тройской унции золота упала, сейчас она стоит 2400 с лишним, да, долларов. Тогда она упала до 250 долларов за тройскую унцию, и стало абсолютно невыгодно добывать золото. И Михаил Ефимович выделил 3 тонны золота на переселение жителей, которые жили в заброшенных
поселках золотодобытчиков. Это на самом деле федеральные должны быть расходы, но федерация ничего не давала, поэтому Михаил Ефимович выделил деньги и переселил несколько десятков тысяч человек за пределы республики. Вот, и тут еще момент такой, да, что при советской власти были совхозы. Вот кто живет в сельской местности, наверное, ваши дедушки, бабушки с тоской вспоминают хорошие времена совхоза. Но совхозы, они были собственностью федерации. Они не являлись собственностью республики Саха-Якутия. И Михаил Ефимович смог взять землю, собственность республики, и раздать ее населению. И работники совхозов получили паи в форме имущества. Вот. И по средствам, которые выделяла республика на развитие сельского хозяйства, вот республика занимала лидирующее положение в России. Потому что в 90-е годы денег не было, и сельское хозяйство не финансировали, а республика финансировала. И благодаря этому к концу 90-х годов республика стала крупнейшим производителем сельхозпродукции на Дальнем Востоке России. Вот в Хабаровском крае, Приморье, Амурской области даже меньше выращивали, чем у нас в Якутии. Вот. Ну и Михаил Ефимович, он огромное внимание уделял возрождению национальной культуры. Он объявил ИСЭФ национальным праздником. Вот. И он поддержал Олонхо. В 1993 году было проведено празднование столетия Платона Алексеевича Аюнского в Париже, в штаб-квартире ЮНЕСКО. И большая делегация из республики вылетала на чартере, на самолете Ту-154 из Якутска в Париж. Это был один из первых рейсов за границу. То есть Якутск, тут это еще один момент. Да? Я хочу вам отметить, что до 1991 года республика была закрытой зоной. То есть иностранцам въезд в Якутию был запрещен. Все иностранцы, въезжающие к нам, находились под контролем. И вот открытие республики миру, это тоже случилось при Михаиле Ефимовиче после 1991 года. Вот. Что касается образования, да, была принята концепция национальной школы. Вот. И тогда была тоже проблема в 80-е годы того, что школьники, очень многие не знали родной язык. Вот. 26% школьников якутской национальности не знали якутский язык. Это в конце 80-х годов. Такая же ситуация, как сейчас была. И вот была создана специальная концепция, чтобы якутский язык можно было восстановить. Также он поддержал развитие университетов, высших учебных заведений в республике. И вот эта малая академия наук, тогда форум Ленский край был создан при Михаиле Ефимовиче Николаеве. Вот, и я хотел бы отметить, что я был поражен в 1995 году, когда я приехал из Японии в отпуск и был на каком-то совещании, и Михаил Ефимович в Ангаласском Улусе рассказывал в каком-то селе про интернет и про компьютеры. В 1995 году в деревне никто не знал, что такое интернет. А Михаил Ефимович людям рассказывал, что скоро будет интернет, надо всем осваивать компьютеры, надо всем, как говорится, развиваться и так далее. Вот, и самое интересное, что через несколько лет он добился того, что во всех школах республики были организованы компьютерные классы, и всем школам республики был предоставлен безлимитный интернет. 90-е годы. Представляете? То есть в России такого нигде не было.
только у нас в республике Саха было то, что вот бесплатный интернет в школах и компьютерные классы. Вот поэтому вот братья Ушницкие, которые вот, создали крупную компанию, да, они сами родом с севера. И на севере вот они имели возможность учить компьютерную грамотность и писать компьютерные программы. 90-е годы. Вот международная деятельность, да, ну вот как я уже сказал, столетие Аюнского было проведено в ЮНЕСКО, в Париже. Туда ездили свыше 150 человек. Вот в 93 году началась международная олимпиада Туймада. Участники олимпиады есть здесь? Молодцы. Ага, вот в этом году была проведена 31 раз. То есть развивается. Ну вот и в 93 году было создано представительство в Японии, и Михаил Ефимович назначил меня заместителем представителя. Представителем был назначен Анатолий Яковлев. Вот и в 93 году мы поехали в Токио, и там жили, ну я работал до 2000 года, а Анатолий Яковлев до 98 года. То есть он 5 лет был представителем, после него 2 года я был. Вот, и одно из наших достижений это то, что мы провели первую презентацию нефтегазового потенциала Республики Саха-Якутия за границей, в Токио. Вот, и также стороной Генерального соглашения по южно-якутским каменным углям был определен Якутуголь. Вот, я тоже в этом участвовал. Вот, в 1996 году международные детские спортивные игры «Дети Азии» были организованы. Вот, в 1995 году был этот форум Северного форума, заседание Северного форума в Саппоро. Туда тоже прилетала большая делегация из республики, и там Михаил Ефимович объявил, что в следующем году, в 1996-м, проведут международные детские спортивные игры. И свое обещание сдержали, и в 1996 году собрали много стран. И в 1999 году английский язык был объявлен рабочим языком в республике Саха-Якутия. Вот, и началось массовое его изучение даже на рабочих местах, в организациях и так далее. Но это связано с тем, что, как вы знаете, в интернете 80% всей информации написано на английском языке, 10% на китайском, и все остальные языки тоже занимают 10%. То есть практически тот, кто не знает английский язык, он не может пользоваться теми знаниями, которые накоплены человечеством в настоящее время. Поэтому вам тоже надо изучать английский, чтобы быть в курсе. Вот. И это высказывание Михаила Ефимовича. Помните, что наш народ генетически имеет тягу к знаниям, очень талантлив и прозорлив. И обращение к школьникам. Мир открыт для вас, дерзайте, получайте лучшие знания, используя новые технологии, не забывайте традиции, учитесь у лучших. Не замыкайтесь в стенах школы, мыслите шире, развивайте ваши села и города, улус и республику и, наконец, всю страну. То есть вот он, помните, есть такое высказывание, что думать локально, действовать глобально. То есть вот Михаил Ефимович практически теми же словами он сказал в 90-е годы. Все. Ага. Ну, теперь давайте вопросы. Ага. Ну вот, как я уже сказал, я 7 лет прожил в Японии. Потом 5 лет работал в Министерстве внешних связей, потом работал в Алмаз-Генбанке, ну, всю жизнь занимался международными связями. Там время не закончилось у нас? О, ага. еще 6 минут. Вот, ага, и
можете спросить вопросы, например, о жизни в Японии, там, за границей и так далее. Как вы можете описать Анатолия Яковлевича? Анатолий Яковлевич Яковлев. Яковлев, он был из очень хорошей семьи. Я знаю. Его мама Октябрина Корнилова, Степановна. она была дочерью бабушки, да, Анатолия. А бабушка Анатолия, их было трое, да, 3 сестры. Одна сестра была замужем за Амман Акчиге, за писателем, да, якутским. Вторая сестра была замужем за Ференцем Ракоши, за президентом Венгрии. Верхний это где? А? А верхний не это где? Нет, Венгрия. А, Венгрия. Да, Ференц Ракоши, президент Венгрии, был женат на якутке. И эта якутка была родная тетя Анатолия Яковлевича Яковлева. Потом он закончил Московский государственный университет, МГУ. МГУ, Институт стран Азии, Африки, имел очень хорошие знания, был экономистом, то есть у него был очень хороший уровень знания японского языка, и он во время студенческой жизни 1 год был на стажировке в Японии. То есть это 80-е годы, поехать за границу, это было очень сложно. А Анатолий Яковлевич, он даже в МГУ показал такой уровень знаний, что его включили в состав делегации, которая год прожила в Японии. Этот университет называется Сока Дайгаку. Он занимает 9-е место, то есть занимал 9-е место среди частных университетов Японии. Он же еще окончил ЛГУ же. Нет, он там учился в аспирантуре. Аспирантура. Да, и он учился в аспирантуре и лично знал руководителей новой России, там Гайдара, Чубайса, Илларионова. То есть он практически мог войти в новую элиту России, но он как-то не пошел с ними. Он заболел, у него судороги же. Да. Ну это жизнь. Тут это ничего не сделаешь. То есть это как судьба сложится в молодости, ты не знаешь. Еще есть вопросы? Пожалуйста. В каких местах были в Японии? Ну, в Японии я не был на острове Кюсю. Так, я был на Хоккайдо, на Хонсю я был там где-то порядка 10 городах, на Шикоку я был там, на острове, и был на острове Окинава. Пожалуйста. Япония в тот момент тоже была впереди России, да? Или... Но тут надо сказать такое, да? Я родился в 1964 году, 60 лет назад. И 60 лет назад в Токио была проведена Токийская Олимпиада. И когда было открытие Олимпиады, японцы запустили скоростные поезда Шинкансен, которые ездят со скоростью 250 км в час. 60 лет назад. И они 60 лет назад запустили эти, которые ты билет вставляешь, и можно заходить. Да, в метро, в поезда, в метро. То есть это они уже в то время. Они говорят, что где-то опередили Советский Союз где-то в начале 60-х годов. И все-таки они достигли максимального развития в 1991-92 годах. И после этого у них около 32 лет сейчас продолжается стагнация. То есть все-таки есть какой-то предел развития, да, который страна преодолеть, да,
стране очень говорят, что у них Япония стагнирует, и стагнирует, поэтому, но со стороны кажется, что они развиваются, а они говорят, мы стагнируем. Так, пожалуйста, еще вопрос. Как было в Японии в 90-х? Круто, да. В 90-х я вот посетил Японию по заданию Михаила Ефимовича в 92 году, февраль-март 92 года. Это был самый конец 91 финансового года. У них финансовый год начинается 1 апреля и заканчивается 31 марта. И 91 финансовый год это был год кризиса. А так как год еще не закончился, финансирование продолжалось. И поэтому я застал 2 самых последних месяца до кризисной Японии. То есть это было вообще супер. Япония была, ну как, на пике развития, поступательно развивалась, все были, у них куча денег, у всех была там так далее, фирмы, затраты не смотрели там вообще. А потом мы прилетели в Японию через полгода, летом 92 года, и резко удивились, потому что наступил кризис, фирмы тут же сократили все расходы представительские и так далее. Вообще там отношение стало совершенно другое. Вот, и мы почувствовали, что вот они резко урезали этот. И для 90-х годов для меня был культурный шок в Токио. Мы поехали на рыбалку на реку Аракава там, или Акикава, вот недалеко от Токио, на рыбалку. Вот покойник, вот министр внешних связей был, Артамонов Виталий Петрович, я и Анатолий Яковлев. Втроем, короче, кидаем удочки в реку. Виталий Петрович поймал рыбу, а у нас абсолютно не клюет. И тут, короче, подходит старик с ведром, и спрашивает, а вы с господином Сугимото? Мы говорим, да. А он говорит, а вам рыбу приносили? Вот мы на реке стоим, и старик приносит ведро. И говорит, вам рыбу приносили? Мы говорим, да нет, никакой рыбы не было. И тогда старик что делает? Он берет это ведро, оказывается, полное рыбы, и выливает в реку. Оказывается, натуральной рыбы нет в реке. Рыба выращивается в бассейне. И прямо из бассейна ведром вычерпывают рыбу и приносят посетителям. И только после этого у нас начало клевать. А когда мы рассказали свое удивление японцам, японцы удивились, что у нас в реке Лена рыба натуральная. Они говорят, а у вас никто рыбу не разводит, что ли? Мы говорим, нет, она вся натуральная, природная, выращивается, большая, жирная. Они тоже были в шоке. То есть такой культурный шок. То есть вы удивились друг от друга, что ли? Ну, конечно, потому что самое главное, вот когда общение между представителями 2 разных народов, 2 разных культур, это сейчас уже не только вот этот самый языковой барьер, да, потому что сейчас же есть система автоматического перевода. Можно автоматом переводить, например, с русского языка на любой иностранный язык, да, даже на китайский. Google переводчик тот же, да? Вот. А понять культуру, понять мировоззрение человека, да, это очень сложно. Это вот самое сейчас важное, да, скажем так, очень такое требование, чтобы вы могли понимать представителей другой культуры, то есть чтобы вы знали их культуру тоже. Так, пожалуйста, еще вопросы? Да, пожалуйста. Вас отличали от японцев? Ну, тогда я был помоложе, и был очень худой. А японцы все очень худые. И поэтому
вот один раз я потерялся на станции Токио. Станция Токио где-то порядка 3 надземных этажа, да, и порядка 6 подземных этажей. Огромный комплекс. Где-то... И вот я бегаю по станции Токио, ага, и спрашиваю у людей, do you speak English? Ага. А люди, там очень много сумасшедших в Японии, да? И поэтому люди смотрят на меня и думают, что я вот сумасшедший японец. Поэтому все от меня убегали вообще. Ага. И только вот одна девушка сказала, yes, I do. Ага. И тогда я сказал, I am foreigner. Ага. Вот, и она такая, типа, ну вот она тоже, оказывается, испугалась, что я сумасшедший, но это... на английском все-таки поговорили, и она мне объяснила, как пройти на мою линию. Ага. Поэтому там действительно вот они очень внешне похожи на якутов, вот на саха. Ага. И там, если вы не будете делать резких движений, если вы будете спокойно ходить или в том темпе, в котором ходят окружающие, вас не будут различать. То есть все будут думать, что вы японцы, например, из какой-то другой префектуры там, или еще что-нибудь. Так, пожалуйста. А как японцы отреагировали на тот факт, что вы из России, ну то есть из Советского Союза? Не, ну этот все-таки тогда уже был 92-й год, ага, и поэтому уже было новое мышление, Советский Союз развалился, поэтому они относились достаточно нормально. И потом все-таки у японцев, вот когда надо понимать, что у восточных народов, когда они общаются с человеком, да, они стараются произвести на него позитивное воздействие. Поэтому, когда, если ты с человеком разговариваешь, он будет вежливо тебя хвалить в основном. Ага. Поэтому, даже если он плохо думает, он не скажет. Еще вопрос? Да? Были ли дискриминации от стороны японцев? Ну, дискриминация, тут надо понимать, что я же в свое время был в командировках, потом жил там, да, у меня статус был достаточно высокий, поэтому такой дискриминации я не чувствовал. Но тут надо понимать, что для японцев, например, да, это азиаты не называются словом иностранцы. Иностранец, гайдзин, это в основном европеец. Ага. Вот. И для японцев, например, если гайдзин европеец, то он немного как бы не понимает. Японскую жизнь не понимает, поэтому ему простительно ошибаться там и так далее. А если ты азиат, ты получаешься азиакей. И японцы думают, что ты должен действовать по-японски. Ага. И поэтому азиатам достаточно сложно жить в Японии. Ага. Есть такое дело. А когда моя дочка пошла в школу, мы боялись, что там есть понятие иджме, там как бы отторжение, когда бьют ребенка там в классе, да? Вот. Но наша дочка до этого ходила в японский детсад, и был такой, конечно, был скандал, ага, но просто оказалось, что это наша дочка побила японку. Ага. То есть это наоборот получилось. Мы-то боялись, что нашу дочку будут японцы набить, да? А тут получилось, что наша дочка там наводила порядок. Нет, у меня жена якутка, родом с Алёкминского улуса. Ага. То есть вы приехали жить с семьей? Да, туда полетел с семьей, я, жена и старшая дочка, и там мы родили младшую дочку. А?
Нет, старшая дочка Айталина, младшая дочка Сарглана. Но Сарглана для японцев очень сложно произносить, да, и первый слог это Сарглана. То есть получается, поэтому и Сары это, ну как, похоже на слово обезьяна, нет, Саруги, да, японское. Поэтому мы дочку называли Ланой в Японии, Рана-чан. Ага. Еще вопрос? А какие ваши впечатления были в японских образовании, технологии, да и вообще науке? Ну тут надо сказать, что в японских школах всего 3 оценки. То есть тайхэн йоку декимашта. Очень хорошо ты выполнил. Йоку декимашта. Хорошо выполнил. И 3-я оценка. Мочото гамбатте кудасайте. Еще чуть-чуть надо постараться. То есть двоек нет. Двойки нету. Победа. Японская идея, говорит, ты дохта. А? Я буду японцев в конце до концов. Не, ну вот я же сказал же по-японски, как оценки звучат. Поэтому и там, например, оценки ставят всему классу. То есть весь класс должен ответить, весь класс получает заслуженную 3. То есть двоек же нет. Всем ставят 3 или всем ставят 4. То есть, ну такого плана. Но это в обычных школах. Если вот вы, например, ребенок высокопоставленных родителей, там, образованных и так далее, из элиты, то тогда экзамены начинаются, вот у нас знакомые были, да? Вот она сама вышла замуж за парня, который оказался сыном владельца престижного района Токио. Вот престижный район, его отец владел 25% этого района. Представляете, он был миллиардером долларов. Отец. Ага. И вот сын его женился вот на подруге моей жены, и вот ихняя дочка в 2,5 года пошла сдавать экзамен привилегированный детсад. Вот, который связан с привилегированным начальной школой. Эта привилегированная начальная школа связана с привилегированной средней школой. И вот эта привилегированная средняя школа связана с привилегированной высшей школой и связана с привилегированным университетом. То есть в 2,5 года, если она успешно сдает экзамен, то она поступает в детсад и автоматом, получается, может поступить в привилегированный университет. И вот эта девочка же 2,5 года. Вот представьте наших детей 2,5 года, которые даже не говорят. А японские дети рассказывают о себе, рассказывают стихи, считают это. Ага. И вот она первый день прошла успешно, на 2-й день ставят прививку. А она увидела врача и заплакала. И врач поставил ей оценку, что она эмоционально неустойчива, и ее не взяли. И вот мама была в трансе. Ну, потому что ребенок не поступил. Ага. И это связано с тем, что вот получается, если ты в 2,5 года поступишь в такой хороший детсад, то автоматически поступаешь в хороший университет. Если поступаешь в хороший университет, то можешь выйти замуж за выпускника этого университета, то есть из хорошей семьи. То есть, получается, ребенок делает все свое будущее 2,5 года. Ага. Вот, и наша дочка ходила в японский детсад, и там вот 3-летние дети, у них есть каждое утро поклонение знамени. И вот есть такой плац, вот такой двор, да, и все дети выходят строем, строятся, потом им дают команду: равняйся смирно, на вынос знамени, выносят знамя и говорят киритс там смирно, да, и рей, типа кланяться здесь. И они все, вот 3-летние дети кланяются,
Все вместе. Вот представьте себе, чтобы вот наши трехлетние дети могли выйти строем, построиться, стоять смирно и поклониться знамени. Это, то есть абсолютно у них вот в крови генетически заложено вот такой порядок. Ага. Вот поэтому такое вот образование у них. То есть два вида образования. Одно общее, да, которое как бы очень такое мягкое, без двоек, без ничего. И есть очень жесткое для элиты. И даже язык японский, да, есть разговорный японский язык, и есть еще язык для официальных бесед, для продвинутых японцев, он называется кейго. И он абсолютно другой. Потому что в японском языке 40% слов в словаре это китайские слова, которые пишутся иероглифами. И которые простые люди могут не знать. То есть грамотный японец, он говорит на абсолютно другом языке, чем простой рабочий. Ага, так, пожалуйста. А? Можете сказать минусы и плюсы учиться в японской школе? Ну тут я вам скажу, что они учат математику по-другому. У них нет задач. У нас же вот, например, да, вы берете учебник, читаете задачу, сами пишете формулу. Так же, да? Так же? Да. А у японских детей нет задач, у них только примеры. Ага. И только вот написанные примеры, вот их надо просто считать. Но зато их задают очень много, и вот они автоматически быстро умеют считать. Ага. Вот. А задачей, вот наша дочка, она вот, когда мы вернулись обратно на родину, она долго училась вот понимать задачи. Ага. Поэтому и потом этот самый в Японии все слишком упорядочено. Везде написаны инструкции. Вот в японском детсаде каждый день родителям дают листок, вот, и там написано: на завтра будут такие-то занятия, для такого-то занятия вам надо перенести то-то, для такого-то занятия вам надо сделать то-то. Все расписано. Каждый день. У нас же, ты же не знаешь, что у тебя будет сегодня с утра встал, да, и как это будет. Потом у них расписание выдерживается все время. То есть, если запланировано, они сделают. То есть, не как у нас, там, учитель заболел один день, такого нет. То есть, математика, значит математика. То есть, они все проводят. Так, пожалуйста. А алмазы, то, что в Якутии, это как бы основная экономика Якутии, да? Да. Вот, экономика Якутии, она базируется вот на добыче природных ископаемых, из которых наиболее по стоимости, да, самое большое место занимает алмазы. Где-то в Якутии добывается порядка алмазов на более 2,5 миллиардов долларов. Вот, но нефтедобыча и поставки газа, да, они устойчиво растут, но пока не достигли уровня алмазодобычи. А сколько за год как бы смогли раскопать или заработать на эти деньги компания «Алмаз России»? Не, ну я же говорю, вот они добывают алмазов, то есть продают алмазов на сумму более 3 миллиардов долларов. Они занимают 30% мировой добычи алмазов. Являются самой крупной алмазодобывающей компанией в мире. Еще вопрос, так, пожалуйста. Получается же самый большой, больше всего алмазов в Якутии добывается в Мирном, да? Да. Ну как, не в Мирном, сейчас, скорее всего, по объемам добычи, наверное, сейчас вот Удачный, Айхал и Накыр.
Вот эти 3 месторождения. Мирный же, там этот самый карьер же прекратили добывать. Потом этот самый сделали шахту затопило. Поэтому в Мирном сейчас добычи нет алмаза. Но там только есть вот на реке Ирилях драгами добывают. Из песков моют алмазы. Еще вопрос? Так, пожалуйста. Сколько вам ушло времени на изучение русского языка? Не, ну я вначале же, как говорил, самостоятельно изучал, да, я был курсантом морского училища, вот, и где-то 2 года самостоятельно изучал по самоучителю. Ага. Вот, но потом, по указанию Михаила Ефимовича Николаева, я поступил в Академию внешней торговли в Москве, и там учился у профессора Нензера. Вот 2 сессии у меня было, год учился. И вот профессор Нензер, он мне сказал такую вещь. Вот вам надо запомнить это, да? Он сказал, когда вы говорите на иностранном языке или на любом другом языке, не на родном, да? То вам надо понимать, что носитель языка в любом случае вас поймет. Ага. Поэтому самое главное снять вот психологический барьер и говорить как придется. Главное сказать, используя словарный запас. А твой собеседник тебя поймет. Он же носитель языка, правильно? Вот, и потом, после этого, в Японии я учился год в Jetro Business Japanese School, ага, и изучал кейго, вот этот японский язык высокого стиля. Ага. Ну, где-то у меня заняло, ну, где-то около 4 лет, ну, чистого времени. Еще вопрос? Можете сказать что-нибудь на японском? Ну, 皆さんと今日お会いして光栄だと思います。皆さんにご健康とご成功を祈っております。Я сказал, то, что я сегодня с вами встретился, это большое удача для меня. И я вам желаю здоровья и успеха. Еще есть вопросы? Или будем закругляться? Нет. Закругляемся? Ага. Вот напоследок, меня зовут Николай Барамыгин, я есть в Ютубе, я есть в ВКонтакте, вот и в Телеграме. И самое главное, вот веду паблики ГАНАУ, РЦ, Малая Академия наук. Подписывайтесь.